Assalamu alaikum. Şevge maşavoyr, südike yör. Ayan maşavoyr ho. وعليكم السلام. مساء الماشي نعم مساء وين بيشد بيتشو خلقي. Tän vain treital октябрь шезерт эприл шуду вен тойсон сахчи минуаттерлы Европир хенс. Жаралар хенс та сахчи минуаттер хидишвен. Вайтана стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства ЧРИ Чеченской Республики Ичкерия 166-й Цабай Уздрай Ялвол стримюй мир на грани Кавказ центре ночи матаюй стрим ама раскова лахата штешхла как обычно раскова аец шажвап турдубо Вай стримай YouTube канал, TikTok канал, и Президиум правительства, официальная страница, Telegram канал, YouTube. Хаттер шли, вистрил швега, тажим активно хин, шей хаттер шей интерес долж сахом дала из обсудить идуой. Так, но чуть волчу Россия, волчу шей безопасность, ларии, жери. Вайн шун пирам бушун атак ну Россия эравиги но чуча вочуи за шейн мато дистри шушун мола Россия духанцис нашун иштунду нагерду ас аяди даколдо слово тебе аяд как обычно аяд два штук основек машу. Салам алейкум, хавим махой, добрый вечер, дорогие друзья. Как сказал Аслан, шин мата, ночи мата сразу олас. Шина мата, амял дидой, он его бяхка, Хал молдаш, дюнят дачо, хал масардвайн гушду, вейц дözdерве, цунадервайн, вейт хубош, вейт цунадервайн, вейт безер. Суте дихкан дешkan meldur. Dan dünyat letsto halka genduel nadans kiren eksana kayet sult ahne gendel khis del hamdat. Sats do hunshdu keçlosh bu arsh Trump президент Америки я цер госсекретарь министр иностранных дел еще از Европе сабахкин вот санак трамерш дирдой и Томсенсбер и рох надер зора машер бар предварительный цер машер бар отсумунда. Ахин все положение иштуэл уж дючса так и раду кичем беш. Это гучло что худу эльча это Америки госсекретарь Марко Рубио Лавров це російський кам'яний чоловік, а Белград це унду. Ну, з чекдел окончательно даться за, но це нюх борцахвар. Борцахвар ба, ну дальше. Хотів два меча, два Венгрії хеча, то президента. Вот оппозиция ЦАКЮЛ Америки, да, от Лаврос. И позиция моя, ашай военный барж России нюхешаш, идти базш, ишмосу его я ездаш, так с другой стороны Украина что чудак рационал, да цадезаш, то она должен долго тигршаш хадахтон лак дуется, хадахтон мох. إذا حبل بيز أقصد إخي تصمم مختلف يعني كريتوش إيش هيريزل أستح السلطة أتردش غميلة سنا خلقودات ألا يخا دوتش الأوروبية دوتش شوندو أتردلو أليال ترامب سأقول ركيتش إيش تسونالات سديش غميلة شو أورجات ورجورش دوي سانسار غميلدشة إذا صار لوشان دو وقعدتش إذا تعجبني وقتتن دوشان دو Trump شاش Trump شاش الدات ورجات الشيت سأل
territorium dalu ella Dacia el do ist ihum schlecht do in Zigaha und Wengria Zamqieta Putin حوالي سيجادات أوروش ترامب ihum bart besh nachher tsaguch dosh da mudo elcha ets ras shlolen jodo провокация цеварdo сикизветча вамови нацуна zum покушению кетчеш извекеслош боэл Путин векеслош боэл ihum do ардах мас аор цоар коар масар дучдор цуна хохурдо мис дезердо элла камеш до масар дештер Латвия штиет СЦМБ Международного уголовного суду цара Дин Шуман цар Лило цар Булич эмнага цер was Украина цер лечедин надян дал дюзшпуй теги берштан цутуал долен цутуала и Путин лаца для чуол везер инцунаха шайна пас дцигва это хурбац и хакидош бо асхи Suna hurduta no kürtser al şunu elçi itom setsbara itom yuh berdiçe çensuna hidder huş Putin utsana şen hurdur huş istatiçe iz eşsanna iz eşar setsana сурт уттушхол штахас Россия положение талга талхан шен айдл швеохор талар кюшу том сetsиче Сигахтуд Амельбеген был миллион нахбу еще был в России. Чурбяхсар цигвал его и преступление, и мушлилою, и эйбел цара, уада яхдат царда. И хума дагдохш, и том дошт цеда алверцо. Так, охар агучтехкан, ардо вожду алхомадат, от скитаец дючдарея, от Кавказа лячтал хола дючдарея, شاید دلچه خنگین داخل خیس دل دست از مساو رسی دل هما بنزین دست خدر دست زیره ویسر нефти земля долша сера бензин доч положением километров очень шлячу что возмущенная резбоч бо Россия машиниш мелол масу стака и хомш дич Ишта отстяха дасаслу асер сашидо жаск матаэл аслан султа хатер шхолче вот хатер жоплу шедагадош амялдер дохой. Дорогие друзья, вопрос сейчас о ситуации, которая складывается в мире, на Кавказе. Естественно, вопрос о том, приедет ли Трамп и Путин в Европу, где они в Будапеште должны встретиться. И теперь выясняется, что Россия дает какой-то откат. Вроде бы он говорит там, что, я имею в виду Кремль, что опасно Путину туда ехать, его могут арестовать. Есть подозрение, что на него хотят покушение сделать. И все такое. Собственно говоря, вот такая ситуация складывается. Но одни предположительно говорят, что, возможно, Путин и приедет. Другие говорят, посмотрим, что будет. Но в любом случае, вот если мы с вами задумаемся, в чем же вопрос? Вопрос в том, что Путин, приехав туда, не хочет ни на одну йоту уступить. Он поставил себе цель, чтобы вот эти все военные базы, которые якобы расположились в европейских странах, их, мол, надо убрать дальше, так, скажем, дальше вот Берлина, дальше. То есть как они были в 97 году, еще раньше все это убрать надо. Мы вокруг нас окружили всеми военными базами и, мол, да, на нас давите. В общем, вот такая ситуация. Здесь и вопросы Китая, отношения, скажем, Америки и Китая, об их санкциях, которые мы уже говорили, будут они или нет. Как вот этот момент, когда Китай подловил, скажем, Трампа с этими редкими земельными металлами, что им делать, нефть, газ, в общем, все переплетено, и все это политика, все это в первую очередь интересы как бы не просто права одного человека, хотя под этим предлогом все делается. Но в целом мы чувствуем, что это вопросы, ну, скажем, государственного масштаба и управленцев этих стран. То есть в целом
ситуация, конечно, должна как-то вырулиться, чтобы не было войны. Это было бы хорошо для всех. Но это сейчас закончу вступительную, так сказать, часть нашей встречи. Если будут вопросы, ответы, это будет более плодотворно. Спасибо. Баркал Аят, Окас Чарльз, Хуят Аят, мне кажется, выбрали Европу для встречи неспроста. Мне кажется, что на этот раз, если Путин поедет в Венгрию, они договорятся по Украине. Вы как думаете? Ну, договориться, конечно, я как раз это имел в виду. Он приехал туда, договориться Путин не может. В каком смысле? Он не может договориться в том смысле, что вот эти территории, которые он вот 10 или там чуть больше процентов, которые он забрал за эти 3 с лишним 4 года, и стоило ли того, чтобы столько вот энергии потрачено, столько людей убито, столько вот такая вот ситуация складывается, и он здесь вдруг складывает, как говорится, лапки, и он здесь начинает выглядеть иначе. Тогда внутреннее движение, движуха, которая будет в самой России, может быть направлена против самого Путина. Он этого опасается, и он поэтому требует, чтобы решение было вопроса, что Запад должен отойти со своими военными базами подальше, иначе никаких разговоров, мол, не будет. Он это передал Марко Рубио, министру иностранных дел Америки, то есть госсекретарю, через Лаврова. Мы это знаем. Так что мне так кажется, на данный момент ситуация вот такая. Ладно? Баркал Аят, халх, Аляски, Жошах Кичрена, тоже Овар, Уивар, Вативара, там Чулер, Уихерхир, Дуйбош, там Брошерьеш. Хинтия шагата и дезинформация, брошем отвлекающий, чтобы... Возможно, Аслан, потому что Цигага, когда он приезжал в Америку, то ее уже приглашал президент сам. Он там командовал всем. Так что там это была гарантия. А здесь Орбан и в то же время все европейские страны принимают решение, что его надо арестовать и посадить. И только одна страна, вот эта вот Венгрия, они говорят, что ему гарантируют безопасность. А эти страны, допустим, Польша и некоторые другие страны говорят, что его надо захватить, потому что он находится под санкцией, арестовать его, потому что он сделал то, что он преступник, инициировал, значит, терроризм, детей украл и все такое. То есть он подвержен этой. Поэтому, понимая, что приехав туда, ничего он не решит, он может и не приехать. И вот что я имею в виду. А с другой стороны, может и приехать, чтобы еще раз там замутить и где-то там какое-то время выиграть, месяц или 2 и 3, обещает, что он скоро чуть ли не возьмет половину Украины и Киев в том числе. Он же таким образом здесь как бы убаюкивает власть, скажем, Трампа, который хочет какие-то экономические вопросы с ним закрутить. Вот в этом дело, мне так кажется. Цигат, Россия был и разные цели. Политик царь уже герой России, или есть Бог Путин, года. Уже он это кусок видео, типа, чох, дюнали, майрали, акоп чуаирала, майр дубох, переговор, шван, дальше, вается, мегиш, риск для жизни, туда-сюда. Ишт и хильч аят, Аляски алотер ватер царис, Трампу гарантия шлуряцун хавошельч, شا تحقق شا гаранту шельч иштредацер ца унисон бобеш санхицуне Путин царцает. Здесь вопрос, конечно, ты говоришь о том, чтобы ты хотел бы, что было бы, совершилось. А на самом деле вопрос не в том, чтобы его арестовать или не арестовать, а вопрос в том, чтобы вообще ликвидировать вот эту систему власти и эту угрозу убрать, скажем, для остального мира и Европы. И поэтому всполошились все европейские страны, поэтому и США так себя ведут.
и его сторонники Путина тоже там противодействуют Китаю, и другие, мы же видим. Может быть, и он может себе и 5, и 10 орденов, и героев повесить, как и Брежнев, и другие. Ему проблем нету. Он это не делает, потому что нет в этом вообще необходимости. Но здесь вопрос только о том, чтобы нам дождаться надо, что будет. Посмотрим в эти ближайшие дни, что будет. Посмотрим, куда они сворачивают эту ситуацию. Они, ты знаешь же, там они в Душанбе встречались, мы говорили, там обговаривали бывшие республики, которые вышли из Советского Союза, так? Говорили о том, что надо им вместе снова будет Алиев, они снова обнимались, там целовались, не знаю как, но по крайней мере, как бы, значит, сбросили этот пыл, охладили и теперь начинают там какие-то разговоры вести. Ну, с одной стороны так говорят, с другой стороны идет информация, что наоборот, они там посмеялись над Путиным вроде бы, а на самом деле ничего не хотят делать. И такой тоже вариант как бы рассматривается. Здесь мы видим, что ситуация, она может быть развиваться в том направлении, вот как ситуация вот в политической сложится в отношении между Путиным, Китаем. Здесь обязательно Китай завязан, Америка и Россия, естественно, и Украина. Но, естественно, очень весомую роль будет играть и набирает вес Европейский Союз, эти страны. Так что здесь вот такое положение, и мы должны думать, что же это будет, а мы должны думать, собственно говоря, чеченцы, наша республика оккупирована. Мы должны думать о том, как вот после всего этого, ну, изменится мир, и в какой ситуации окажемся мы, что нам нужно делать и куда двигаться. Вот о чем должны мы думать и рассуждать, и, в общем, обсуждать между собой мы и наши друзья. Слава. Баркалает. Друзья, задавайте вопросы. У нас ТикТок идет, стрим в YouTube. Задавайте вопросы, я зачитаю. И давайте обсудим. Тема сегодняшняя – актуальные события, которые происходят и в мире в целом, ну и на Кавказе в частности. Так, Аят, ведь проект туннеля, говорит, Чарли тут пишет, Евросоюз как будто заранее оставил Венгрию как лазейку для России, ведь проект, Аят говорит, ведь проект туннеля между Россией и США существует еще с 19 века. США неоднократно спасали Россию, и всей индустриализацией СССР занимались американцы. США очень опасно, если Сибирь попадет в руки Китая. И из этого у меня вывод, что Россия очень важна США. Как вы это считаете? Ну, это, конечно, может быть дальняя перспектива, и в планах это есть, наверное, но в связи с тем, что там на Дальнем Востоке и Чукотке, там очень мало населения, очень малое население, малочисленное, так, практически до нескольких тысяч человек доходит в некоторых местах, даже такой крупной республики, как Якутия, в которой, ну, как говорят, по территории она в 5 или 6 раз больше, чем Франция, и то там где-то 1 миллион человек нету, представляешь? А дальше там тем более меньше людей, но там очень, как говорят, это природные ресурсы, залежи, нефть и другое, и все остальное, золото там есть. Если только для этого, это на перспективу, собственно говоря, может быть, и рассматривать. Но сейчас это называется, знаешь как, рассматривать вопрос о войне, рассматривать вопрос о приостановлении, значит, противостояния между Востоком и Западом, и решать его, а в частности, атаки, военные атаки, захват территории со стороны России, и переходить на другую тему. Понимаете, на другую тему зачем переходить, когда вопрос этот решает. Эти вопросы вбрасывает, конечно, Путин,
эти вопросы вбрасывают и сторонники Путина, которые хотят захватить территории Украины, которые хотят утвердиться в той части, которую они захватили, территории нашей республики, оккупировали, в смысле Грузии, ну, и других территорий, которые, ну, в том числе можно говорить и о Сирии, можно говорить и о том, что в Украине, собственно говоря, они тоже захватили территорию еще в 2014 году, Крым и все остальное. То есть хотят увести разговор от темы в другую сторону, ублажняя или уговаривая, скажем, этого Трампа. Здесь еще дело в том, что Трамп, он там через 3 года его примерно его не будет. То есть его снимут, ну, то есть его срок закончится. А эти диктаторские режимы, они сидят по 20, по 30 лет. Это у них просто пришел, может быть, временный пассажир, который потом сойдет с вагона, и они потом вот на перспективу думают прежде всего. А как это сейчас решить и что делать, об этом должны думать все те, которые могут потом оказаться под лапой или под давлением у этого Кремля, который, конечно, стремится захватить и Европу, и эти планы Европы, захвата Европы до Ла-Манша у Кремля были еще, я помню, как сейчас, были еще, скажем, в 95-й, 94-й годы и последующие годы постоянно они это говорили, поднимали. И это вопрос, так вот казалось, что они шутят, а на самом деле они закладывали основу, и они вот начали, вот это не идет, они начали вот эту экспансию против нашей республики, потом на Грузию, Украину и дальше, дальше. Это по чуть-чуть они двигаются, пытаются это сделать, потому что система власти, которая есть диктатского режима, как Россия, она может держаться только за счет того, что она будет постоянно искать себе врага внешнего или внутреннего, и так содержать, переводя стрелки на этого врага, которого они обозначили. Вот в этом эта система, на этих, как говорится, принципах и действиях держится. Вот так идет этот процесс, и демократические, скажем, настроенные страны мира, скажем, о которых мы знаем, сам Европа, Америка и другое, что они сделают? Как это все? Все, конечно, дело в том, мне так как кажется, и мы можем это анализировать, но как это вот демократические страны? Если, допустим, в соответствии с международным правом, которые демократические страны, в принципе, приняли это дело, и другие все страны согласились, почему они позволяют, допустим, не выработан какой-то механизм, который бы мог резко обрубить руки тому, кто незаконно нарушает эти принципы международного права. То есть все должны были бы, допустим, когда напали на нашу республику, Чеченскую республику, почему они не защитили нас? Почему они поддержали Кремль, врага, своего врага, который сегодня вылился, мы видим, выставился как враг? А когда наш президент Жагар Дудаев говорил, если вы считаете, что Чечения это есть часть России, настанет день, когда и Запад будет частью России, тогда, вот тогда посмотрите. Эти вопросы стоят. То есть это говорит о том, что сегодняшнее действующее международное право, сегодня действующие эти государства, руководители, они рассматривают эти вопросы настолько так поверхностно, так скажем, касаясь только вот своих стран. Но это кажется и правильно, каждый думает о своей стране. Но в то же время они очень легко относятся к тому, чтобы вот так вот нарушается международное право, которое принято после Второй мировой войны. Они легко на это смотрят и легко идут на соглашение с тем, что вот убили у нас почти четверть населения убили, из них там 40 тысяч детей убили. И что, никаких ничего. Наши люди выехали на Запад, беженцы, и в каком они положении находятся.
Как вот наше временное правительство находится, которое на Западе, какое отношение? Такое поверхностное. Кто бы здесь не был, какие-нибудь здесь не появляются разного рода самозванцы или общественные организации. На этом уровне только вопрос легитимной власти, который избрал наш народ. Так вот это вот поверхностное, не до конца продуманное, не доведенного до, скажем, такой ситуации в случае нарушения сразу какие-то санкции со всех сторон, чтобы воспринимались, тогда бы, я думаю, что западные демократические принципы были бы легко, значит, утверждены, и они бы действовали. А так получается, что эти диктаторские режимы по 20, по 30 лет сидят и разрабатывают всю систему на столькие годы, на 20, на 30 лет вперед планируют работу. Вот как, скажем, Китай или другие диктаторские режимы в мире. Вот что я думаю, Аслан. Да, спасибо, Аят. Спасибо, друзья. Всех приветствую. Алейк салам. Кто сюда в ТикТок зашел, друзья, задавайте вопросы. Вы можете принять участие непосредственно в нашей сегодняшней беседе, зайдя на официальную страницу Президиума правительства ЧРИ в Телеграм-канале, либо можете написать комментарии здесь, в ТикТок, либо в YouTube. Иркин, приветствую. Аят вот спрашивает, Чарли, Чечения и Кавказ – центр мира? Кавказ как бы становится центром мира, потому что мы находимся между разделом, скажем, севера и юга, потому что Европа Кавказ, и вот Азии, этот коридор, он очень важен для, скажем, северных стран, он важен для всех тех, которые с севера едут. Поэтому туда пройти на юг, конечно, туда ниже уже есть и другие страны. Помните, Жириновский говорил, мы должны сделать так, чтобы мы в Индийском океане сапоги были. Типа это очень важно. Это считается как бы центром. И действительно здесь очень много проживает разных народов. И здесь очень интересная природа, культура разная. И отсюда говорят, вот Кавказус, да? Вот все европейские народы, они как будто кавказцы, а русские их говорят европейская раса, они говорят. А здесь европейцы, наоборот, говорят, что они кавказцы, раса, в смысле. То есть в этом даже проявляется имперскость. Это вот эта шовинистическая расовая неприязнь, скажем, это империи к народам Кавказа. Вот я так думаю, они хотели бы, чтобы там не было никаких кавказцев, а что там поселить всех тех, кто были бы им послушны. Вот чего они хотят. Да? Да. Иркин, ну этот вопрос мы уже обсуждали, побоится ли он полетит или нет. Ну, через Польшу вроде бы уже нет, но через Сербию, Болгарию и до Венгрии так, ну как бы так. Посмотрим. Угу. Так. Машуэль, Валик Салам, КМС. Так. Ну, если в целом сейчас брать ситуацию на Кавказе, видно, что какие-то события происходят. Вновь и вновь хочется говорить об этой теме, потому что хотелось бы понять, что планируют, к чему они собираются нас подводить. В Грузии какие-то события намечаются, в Армении движение какое-то идет, Азербайджан, постоянно Алиева почему-то начал активно хвалить Дональд Трамп. И это приведет вот это к эскалации, к войне. Обычно, если обращают на какой-то пятачок земли, сильные страны, которые считают себя сверхдержавами, являются мощными военными державами. Они начинают потом туда вкачивать деньги, обращать внимание своих журналистов и начинают об этом
усиленно говорить, и в конце концов там происходят какие-то события. Вот хотелось бы знать, Аят, что может нас ждать? Как вы думаете, нас может ждать что-нибудь плохое, скажем так? Но скажем, что так, Аслан, что вот Кавказ в целом, так, здесь, почему они обращают на это внимание, потому что это как бы считается центром, с одной стороны, с другой стороны, там нефтеносная, жило много, так, с другой стороны, там Иран, который там пытается вот утвердиться, Китай, там шелковый путь через этот Кавказ идет. То есть со всех сторон здесь вот такие вопросы, и поэтому Трамп этот вопрос поднимает. Или поэтому там и находится вот эта проблема Хамаса, Израиля и других стран или народов вокруг Израиля. То есть вот как будто бы там войну приостановили, но приостановили, можно сказать, не совсем, но как бы это перемирие. Что от этого будет, неизвестно. Это как раз будет развиваться и касаться будет, конечно, это в первую очередь здесь участие, если не прямо, то косвенно принимает Иран, ну и, естественно, Россия. И там они этот очаг, конечно, захотят снова его, как бы, чтобы он вспомнил. И поэтому новый президент Сирии оказался в Кремле и снова здоровается уже как новый президент с Путиным. Там что-то они обсуждают, что-то делают. Ну, непонятно, конкретника непонятно, но видно, в каком направлении движется все это. Движется в направлении того, что, с одной стороны, восточные страны, Россия пытается там утвердиться. С другой стороны, западные страны, они тоже не хотят, чтобы там утвердились они, и этот такой нефтеносный район и такая, ну, значит, территория оказалась под влиянием России, Ирана. Ну, в общем, вот такая вот идет такое движение, движуха вот такая. А как это сейчас в деталях там, что происходит, и куда они хотят это все свернуть, это другой вопрос. Здесь можно говорить еще о том, тоже как же будет, вот если вопрос поднимать, что будет вот, после окончания войны, что, во что выльется, допустим, ситуация вот с Россией, поражение будет ли Украина, или поражение будет от то есть России, оставит ли им эти территории. Вот эти вопросы самые главные. Об этом как будто бы хотят решить и Трамп, и Путин. Они об этом, вокруг этого ведут разговоры. Что будут спрашивать многие? Что, куда это уйдет? В какую сторону? Как вы думаете, спрашивают? Мне вот в частности присылают вопросы, поэтому я об этом говорю. Я думаю, что многие вот говорят, что возьмут там, как Северная Корея, Южная Корея, вот территорию разделят и оставят, мол, это Украину, там восточная и западная. Другие говорят, что никаких там не может быть этих разделов, Украина должна отстоять, выгнать всех русских на свою территорию, и тогда Россия должна, мол, развалиться. Эти говорят, что в любом случае, как бы то это ни было, надо разделить эту территорию, отдать часть Польши, отдать часть Румынии, отдать часть другим. То есть разные такие фантазии идут. Но что реально? Мне кажется, что самое реальное то, что мы все видим, уже давно видим, что еще с 91 года, что развала России Запад не желает. Другое дело, что Запад, не желая развала России, хотел здесь иметь, как это, экономические выгоды. И эти выгоды он, когда стал получать, а Россия стала, как бы, значит, донорной страной, сельскохозяйственной, ну, не промышленной, а как бы отсталой. Но она стала закупать разные товары, продукцию или технологии и хотела на ноги встать, и теперь решила захватить назад те территории, которые
у него были когда-то, она считает, что у нее были при Советском Союзе территории подчинить себе. Хотя Россия инициировала развал самого Советского Союза сама, теперь она пытается это все вернуть. Путин все время говорил, что это была ошибка политическая, это не надо было делать, и все такое, он заявляет. То есть у них вот это направление. Будут ли они, вернут ли они эти территории назад? Вот вопрос в чем. Смогут ли они, допустим, смогут ли или имеют ли, лучше сказать, имеют ли они право это делать? Имеет ли Россия право это делать? Имеет ли эта Россия право на существование с точки зрения международного права? С точки зрения международного права Россия не имеет права на существование, потому что она незаконно создана, и туда втянуты многие народы, республики, которые вышли из Советского Союза и должны были образовать свое государство. Мы об этом говорили, я хочу повториться, чтобы все каждый раз об этом знали. И потом они, когда создавали это государство, не провели никакого референдума, никто никого ничего не спрашивал, и провели эти выборы и конституции путем опроса населения, что и не имеет юридическую силу с точки зрения юриспруденции. Это опрос населения, это даже не референдум, ни парламент, ни Дума, ни, скажем, ни другие формы Конституционного собрания не было, когда принимали все это. Так что дальше, если говорить, в любом случае, даже в таком положении Запад не хочет развала России по нескольким причинам. То есть тогда это может быть захват, скажем, той части, восточной части России, может быть захват, эти полезные ископаемые, все остальное, золото, нефть, газ могут захватить или перейдет, может, к Китаю, Японии. Эти вопросы тоже так стоят, они планируют. С другой стороны, вот эти восточные, западные части территории, они могут развалиться на некоторые части. И вот эти вопросы, чтобы решить, здесь нужна какая-то твердая рука власти, или внешняя, или внутренняя. Внутренняя нет, внутренняя вот эта диктатура, которая не может быть, потому что эта диктатура унижает человеческое достоинство, там и шовинизм, и национализм, и все что угодно. Это диктатура, которая совершенно против всех народов, в том числе и русского народа. Они используют и сидят во главе. Это мы видим. Поэтому здесь сейчас рассуждать, вот эти планы могут разные быть, но для нас важно, чтобы эта страна, она переформатировалась, скажем, что нужно было бы сделать так, чтобы в эти республики, которые находятся в составе, которые в 91 году были незаконно втянуты в состав, скажем, России, так, чтобы они провели референдум, хотят они быть в составе России или нет. Если они хотят, пусть остаются, если не хотят, пусть уходят. А вот Чеченская республика, Ичкерия, которая и не входила, и не подписывала договор, должна быть свободна, освобождена должна быть. И остальные вот республики, которые есть на Кавказе, тогда мы планировали создание, значит, Кавказского дома, то есть конфедерации народов и стран. В этом направлении планировали делать. Можно в этом направлении развиваться. А что будет, как это сделать, это зависит от того, укрепится ли современное международное право, или оно будет всегда идти на уступки, и даже чтобы западные страны, в том числе Америка, если будет говорить, что вот мы сделаем, захватим то или этих пригнем к себе, к ноге. То есть здесь тоже появляется вот эта имперскость, все же сидит здесь. То есть сохранение прав народов, сохранение свободы личности других народов и даже в своей стране не доведено до, скажем, максимального, скажем, отработки, чтобы оно сразу реакция, чтобы была. Этого нет. Так что здесь ситуация может развиваться по-разному, но будет видно от того, как сейчас пойдет ситуация от действий Запада, я имею в виду Европейского Союза и американских государств. Имеется в виду США, Канада, ну и другие, которые стоят на принципах
современного международного права и демократии. Мгм. Вот что я думаю, Аслан. Barkal ajat. Vežeri šai uproš talā jāsdie, šai vega jo čumien kel čumien luenek ma šoir. Ясно. Довитяний вопрос. Ну, если нет вопроса, значит, все все понимают, Да, все 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 знают, и никто не хочет вопросы задавать. Наверное, сейчас настолько занабила оскомину ситуация, оно как-то, значит, отвращение, как, знаешь, отвращение, говорят, в политике не нужно заниматься, политика не нужна, и давайте заниматься там другими делами, там культурой, религией или какими-то другими общественными, другими вопросами. Давайте забудем про политику, говорят. Особенно в нашей, скажем, наших обществах, здесь Европа некоторые высказывают. Но мы должны понимать, что когда мы это говорим, что мы должны понимать, мы тоже находимся, говоря это в политике. Потому что когда мы не говорим о политике и не разбираемся в ней, ею будут заниматься и выводить нас за руку, за нос или за, извиняюсь, или накинув на шею веревку, водить будут другие люди, которые имеют наглость, имеют хамство, захватывать территории, убивать других людей и своих. И будут сидеть все время вот эти несправедливые люди во главе этих властей и управлять этими народами и этими людьми. Поэтому здесь надо этот вопрос поднимать. Здесь надо вопрос поднимать и то, что есть вот на Западе. Вот посмотрите, на Западе мы видим здесь разные вот движения, либеральные движения, российские, чеченские движения, разные, которые изображают из себя, скажем, ну, заботливыми движениями о, допустим, народах этих республик и стран. На самом деле мы должны разбираться, кто они есть и что они делают, и где вот эта вот ахиллесова жила, которая именно является, которая откроет нам их личность, их лицо, как они себя ведут. Посмотреть надо, где это. А для этого мы должны, как говорится, вести между собой разговоры, раскрывать вот это, все вот эти действия, как это должно быть и куда мы должны двигаться. Есть очень много умных людей, конечно, и здесь, и во всем мире, которые выставляют те или иные программы и цели ставят. Но для их реализации должно быть какое-то движение, должно быть эволюция. Но вот эта сама эволюция, процесс его, он должен быть контролируем хотя бы с точки зрения соблюдения свободы личности, защиты личности и, скажем, с точки зрения того, чтобы свобода была от политического преследования. Вот эти вещи очень важны. Поэтому мы видим, вот мы говорим сейчас за украинцев, говорим за себя, за чеченцев, что происходит. Как это так? Вот столько вот людей нас, столько мы били, столько воевали, и все такое теперь захватили нашу территорию. У них было много, скажем, ресурсов, денег, людей. Но мы потеряли, скажем, пока что то, что территорию нашу они захватили. Но основу правовую с точки зрения международного права, как мы создали это государство, они и это хотят отнять у нас. И мы вот здесь на Западе говорим этим разным людям, которые себя здесь вот пытаются изобразить сторонниками чеченского народа, защитниками. На самом деле они никакие не защитники до тех пор, пока они не осознают
какой они вред приносили нашему народу. Многие из них говорят, мы там то делали, это делали, воевали, не воевали, там были в должности или то делали. Ну хорошо, вы если даже все это делали и все это было, сегодня что вы делаете? Вот вопрос. Сегодня чем вы занимаетесь? Сегодня вы занимаетесь всей работой, которую вы делали, скажем, вот все эти годы, примеры, которые здесь есть, и на официальном уровне или на официальном уровне, видно, что вы работаете в пользу нашего врага, который хочет, скажем, захватить, утвердиться и отнять правовую основу нашего государства и в мире это дело утвердить. Вот таким образом, под этим лозунгом и под этими, скажем, вывесками эти люди собирались и говорили, что они являются представителями нашего народа, нашей республики, и приняли массу разных документов, из которых следует, что наша территория является частью России. А вы задумайтесь, кто это говорит еще? А это говорит еще и Кремль. Почему так случается, что то, что говорят эти люди, и то, что говорит Кремль, совпадает? Подумайте, почему это так? Вот некоторые из них говорили, что мы являемся даже сепаратистами. Или говорили, что все, значит, ушло в прошлое, и нашей республики больше нету, все такое. И сегодня никакой власти у нас нет, но мы защищаем это. Но подумайте, кому это на пользу, вот эти разговоры? Конечно, снова Кремлю. А раз это так мы должны, простые люди, и кто это понимает, не понимает, думать должны, что это такое. А то, что мы говорим сейчас с вами, это не мы с вами эти документы придумали, которые я сейчас говорю. Это они принимали эти документы, и теперь от имени нашего народа на этой основе они уже говорят, что они наши сторонники. Встает вопрос, если так, могут ли они сейчас вот эти вопросы таким образом, забыв, что они делали вчера, сегодня говорить, что они такие? Нет, им веры уже нет никакой. Почему нет? Потому что завтра они будут третье говорить. Потом четвертое. Они должны признать свои ошибки, если они действительно исправятся и исправились и хотят, ну скажем, защищать интересы своих народов. Или, в частности, я говорю, чеченского народа, в частности. А вот такие здесь люди есть, и с ними общаются разного рода люди у нас, других, скажем, представителей, все. Они тоже не понимают, в чем дело, но вот мы говорим, я говорю, к примеру, вы задумайтесь над этим, почему это так? Если человек все время был против, всеми своими действиями, выражением всегда или какие-то движения были против нашего государства, которое было образовано в рамках современного международного права, а сегодня ведет разговор, что нужно создать новое государство, или ведет разговор, как будто он был все время за эту нашу власть, не признавая, что он раньше ошибался. Можно ли верить таким людям? Конечно, нельзя. Вот о чем я хотел сказать тоже. И это мы должны всегда подчеркивать. У нас есть на это основание, говорит, люди, которые еще когда в бытность Советского Союза и России, еще 90, 92, 93 годы, когда шла такая ожесточенная война против нас, люди, которые находились в лоне, скажем, империи, находились в Москве или других, сегодня они как бы становятся и пытаются нам объяснить, что нужно делать, что они защитят нашего народа. Этим людям верить нельзя. Вот о чем я говорю. Мы их знаем все, допустим, с нашей стороны, а с другой стороны, люди, вот, которые здесь на Западе находятся, многие из них искренние, вот из других народов, я имею в виду, и татары, башкиры, скажем, буряты и другие. Многие из них кажутся очень такие порядочные, хорошие люди, но все равно они должны смотреть, что происходит, должны в этом разобраться. Вот их задача в первую очередь. И если они в этом не разберутся, то все, что они здесь делают, будет впустую потом. Они должны разобраться, что это и как, кто есть то и что происходит, и на каких принципах должны мы
все вместе стоять. Вот о чем я хотел сказать еще дополнительно, Аслан, пока вопросов не было. Если есть вопрос, будем продолжать. Аслан? Баркалай, Дейрейскуль. Друзья, задавайте вопросы, если есть вопросы. Будет интересно послушать на них ответы, если зададите вопросы. Вот как вы считаете, вот у нас в Америке, говорю, у нас в Германии, здесь планируют в 28 году, 29 году, что война в Украине закончится, и что после этого Россия переключится уже на Европу и так далее. И как бы вроде бы какие-то переговоры, какие-то вещи обсуждаются, что вот сейчас встретятся, вот сейчас поговорят и так далее, но огромные деньги выделяются конкретно на то, чтобы подготавливаться к войне, закупаются там снаряжение, технологии и новые современные средства на военное производство, вкладываются деньги. И к чему все это идет? Для чего это все делается? Если можно сейчас договориться и остановиться, значит, не будет никакой остановки. Не верят они. Ведь если деньгами мы видим, что распоряжаются на то, что будет эскалация войны, а говорят о том, что будет примирение, то слова и деньги, как известно, особенно в этом мире, они немножко имеют разные значения, хотя должны были, конечно, слова иметь значение, но сейчас уже вообще слова ничего не значат. Политиков фактически не осталось. Актеры все. Сейчас уже куда ни посмотришь, любой политик, он имеет актерское прошлое. Он играет постоянно. Да, он должен, наверное, играть, он должен быть хитрым, таким-сяким, все это я понимаю. Но сейчас как будто к чему все? Зачем это все? Для чего? Будет война или просто противостояние будет? Просто вот между Китаем и Западом разделят все и будем 100 лет еще, как Советский Союз и Западный мир, противостоять друг другу. Как вы думаете? Но здесь известно, что это все, как говорится, история было противостояние за ресурсы, как говорится, за выгодное положение. А сейчас вот договориться и сесть, когда они могут договориться и сесть, и на основе каких-то правил, вот, допустим, международное право, да, там сказано четко то-то, 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 хотя есть, конечно, и недостатки с моей точки зрения, и некоторые люди тоже критикуют это. Если согласно этого правила, скажем, да, не решается вопрос, чтобы не было войны, то, значит, война будет. Вот согласно этого правила международного права, не решается вопрос. Их не устраивает это. Вот, допустим, не устраивает Россию, нынешнюю Россию вот это положение. Был Советский Союз, они его развалили. Именно власть России, которая сегодня, она инициировала развал этого союза в первую очередь. Она. Вот господин Ельцин, президент, тогда это инициировал. Потом они ее развалили. Но они развалили его, хочу отметить, не по правилам, которые были тогда приняты в Советском Союзе. То есть они его грубейшим образом развалили, чтобы взять контроль над этим развалом, процессом развала. А вот некоторые республики или страны, которые вышли из Советского Союза, смогли эти свои государства создать. Ну, допустим, только 13 республик, я уже имею 3 республики, которые признала независимым государством Советский Союз, власть, а 13 республик после этого, в том числе и Чеченская республика, создали свое государство после развала, вот этого незаконного развала Советского Союза. В том числе была и РСФСР. То есть вот эти все республики были созданы незаконным способом, то есть не путем опроса
как они делали, а путем референдума, путем проведения всеобщей, скажем, съезда народов. Нет. Они, если даже и проводили или не проводили, об этом речи не шло, они их просто не дали этим людям, этим народам подписать или определить путь дальнейший в современном международном праве. Они захватили эти республики, подписав так называемый федеративный договор бывшими коммунистическими лидерами, которые давно потеряли статус быть во главе этих республик, потому что они вначале были произведены в Союзы республик, они потеряли статус тогда, они не приняли тогда никаких вот своих лидера и не избрали ни структуры власти, не избрали эти народы. Потом, когда Советский Союз они развалили, уже как государство они должны были создать свои, скажем, структуры и все атрибуты принять. Они не сделали. Вот, к примеру, чеченский народ это сделал. Мы до этого принимали все необходимые документы, избрали себе власть, еще будучи в составе СССР. А когда развалился Советский Союз, мы уже 12 марта приняли свою конституцию суверенного и независимого демократического правового государства. Вот этот процесс, если это не делает, и вы не оформите как необходимо, то потом другие страны, которые это и имеют, они не могут вас признавать. Они могут так формально говорить, что вас принимают, а на самом деле с вами экономические, дипломатические отношения строить не могут. Вот в чем вопрос. Вот об этом идет речь. И сейчас в этом смысле мы должны тоже, вот наши друзья, которые из состава, которые сегодня Российской Федерации России, так, они должны это тоже четко себе представлять, как это должно быть сделано. И не давать себя обмануть этим людям, которые здесь на Западе есть засланцы. Вот эти все либеральные деятели, демократические либеральные деятели, которые на Западе из России есть, вот которые недавно вот освободили их в обмен там на тех людей, которые боролись за свою свободу, они освободили, они приехали здесь и снова за эту Россию, значит, бьются. Ну, я имею в виду, знаете, кого это, Ходорковский, это Карамурза, там и другие. Яшины, Машины. Яшины и другие, все. Конечно, среди них есть тоже люди, которые понимают всю эту глубину этой проблемы, и ну, пока у них голос не может, не движется так, чтобы... На самом деле и с ними как бы, значит, объединяются и вот эти наши люди тоже, так называемые, они наши в кавычки, но на самом деле они на этой единой платформе куда-то хотят выехать. Но удастся ли это или нет, это вопрос такой. Сейчас прямо сказать я не могу, но посмотрим, куда это будет выливаться. Но главное, мы люди, простые люди, которые есть здесь на Западе, беженцы, которые вот об этом все переживают, должны на это внимание обращать и должны об этом думать, и советоваться надо. Вот нашим людям, скажем, гражданам нашей республики, нашим друзьям, мы готовы предоставить все документы, которые эти люди принимали. Мы готовы представить и эти документы, которые приняли в Советском Союзе. У нас тоже все это есть, так? Как они делались, когда они делали, в какую дату, сами документы. Все у нас есть, и мы прекрасно знаем, что это было. Теперь эти разговоры, которые они здесь ведут, мы понимаем, что это ведется в пользу Кремля. Может быть, они не оплачиваются Кремлем, а оплачиваются какими-то другими, из других средств, но, по крайней мере, они не защищают интересы наших народов. Они стараются вновь создать эту, восстановить эту Россию и во главе там сесть. Вот в чем вопрос-то. Никакого другого вопроса, это очень просто. Это видно. Аслан? Спасибо, Аят. Аят, мы час уже в эфире. Если Давай тогда заканчивать. Если вопросов нет, заканчивать. есть Давай. вопрос, он Да?
Да, Ну, и давай вопрос. ответим на один вопрос и закончим. Если да. Хорошо. Вот Кавказиан Албания задает такой вопрос. Почему русские убили дагестанского блогера Абакара Абакарова, который до этого был единороссом в дагестанском селе, а его куратором стал другой русский политик Пономарев, убитый в Турции. Это какой Пономарев, который? Пономарев, который в Украине, которому навстречу шел муж Максаковой Вороненков и тоже был убит киллером. И вот тут какие-то вот связи у Пономарева очень подозрительные Ну, получаются. это вопрос такой, это, конечно, делает вопрос следствия, нужно это рассмотреть, так сказать, почему. Конечно. Но ясно одно, что они уже между собой тоже грызутся, вот эти все либеральные деятели, которые на Запад выехали. Посмотрите, они между собой тоже, они все, каждый себя представляет как бы властью и пытаются между собой спорить тоже, и вплоть до того, что до убийства или до подведения, или какие-то там разговоры идут против друг друга. Это же мы видим. Почему и как, от того, что он дагестанец или русский или другой, для них не играет роли сейчас, в этой борьбе не играет особой роли. Хотя мы можем говорить, потому что он дагестанец, его убили. Нет, я думаю, не поэтому, а потому что он занимался этой политической деятельностью, которая и казалось, что нужно взять в свои руки. Я так думаю, в основном. Руслан? Спасибо, Аят, спасибо. Тогда Спасибо на этом всем. больше вопросов нет. Я предлагаю тогда закончить наш сегодняшний Давай стрим. закончим. Спасибо вам за интересное Давай, общение. Дейрес Хуйровна, Аят Масарна, Вайк Хаушмелхильчана. Всем спасибо. Аликюэль Маш Оэль. До свидания. Давай.